20 августа 2021 года уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Рустами Эмомали в районе Шох-Мансур столицы сдали в эксплуатацию лицей номер 4 для одаренных школьников города Душанбе. В соответствии с проектом лицей номер 4 предназначен для 1440 учащихся в 2 смены и построен отечественным предпринимателем Абдуразоком Саидовым, учредителем открытого акционерного общества «Авицена», и состоит из 4 соединенных между собой 4-этажных корпусов. Учебное заведение состоит из 37 просторных классов по химии, физике, биологии, астрономии, геометрии, естествознанию, математике, географии, информационным технологиям, военному обучению, музыке и хореографии, рабочих кабинетов для преподавателей и других вспомогательных объектов. Также в лицее имеются лабораторные кабинеты и учебные принадлежности для проведения различных экспериментов. В новом учебном заведении особое внимание будет уделяться освоению различных ремесел. Для этого имеются просторные отдельные классы по трудовому обучению для мальчиков и девочек, которые оснащены необходимым оборудованием. Для любителей изобразительного искусства создан отдельный учебный класс, где детей будут обучать тонкостям изобразительного искусства. Для освоения современных технологий создан класс информационных технологий, который оборудован необходимыми приборами. Для проведения различных культурных, массовых мероприятий и собраний построен просторный актовый зал на 340 мест. Большой спортивный зал лицея предназначен для игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Также имеется современная столовая на 200 мест. Библиотека учреждения насчитывает 5000 экземпляров учебной и художественной литературы, что позволит учащимся эффективно использовать и оттачивать свои знания. Принимая во внимание, что 2020-2040 годы объявлены 20-летием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования, государственном образовательном учреждении лицей номер 4 для одаренных школьников города Душанбе учебный процесс больше нацелен на изучение естественных и точных наук. Этот современный метод обучения будет способствовать развитию технического мышления учащихся. Во дворе учебного заведения для пропаганды здорового образа жизни построена современная спортивная площадка. Для обучения и воспитания школьников будут задействованы 50 высококвалифицированных преподавателей. Для большего улучшения условий обучения и создания современных возможностей с 2017 по 2020 год на территории столицы было построено, реконструировано и сдано в эксплуатацию 24 общеобразовательных учреждения на 15 466 учащихся в одну смену. В 2021 году построено еще 5 средних общеобразовательных учреждений на 6380 учащихся в одну смену. В соответствии с планом продолжаются строительные работы в 15 других образовательных учреждениях, которые предназначены на 14 414 учащихся в одну смену. Далее глава государства и председатель города Душанбе на улице Мирзо Турсунзады столицы сдали в эксплуатацию государственное образовательное учреждение гимназия района Исмоили-Сомони города Душанбе. Современное здание гимназии состоит из 3 4-этажных корпусов с подвальным помещением и рассчитано на 2560 учащихся в 2 смены. Образовательное учреждение построено отечественным предпринимателем, руководителем группы предприятий «Гаюр» Акбаром Гулумовым на сумму 42 миллиона самани. Строительство объектов в Душанбе начато в 2018 году. Строительные и подрядные работы с высоким качеством выполнены специалистами группы предприятий «Гаюр». Проект объекта подготовлен государственным унитарным предприятием «Луихакаш». В ходе строительных работ от 100 до 150 местных строителей были обеспечены рабочими местами. В здании образовательного учреждения имеется 52 учебных класса с 13 технически оснащенными кабинетами, где созданы современные условия для освоения наук, в том числе химии, биологии, математики, физики, информационных технологий, географии и так далее. Здесь также имеются лаборатории и классы трудового обучения для девочек и мальчиков. Обучение в этом образовательном учреждении будет проходить на таджикском и русском языках, а для обучения и воспитания привлечены 70 опытных учителей. Просторная библиотека гимназии насчитывает около 10 тысяч экземпляров различной учебной и художественной литературы, а ее читательный зал построен в соответствии с современными нормами. В гимназии также имеется актовый зал на 110 посадочных мест, столовая на 210 человек и медицинский пункт. В новом образовательном учреждении также построены просторный зимний спортивный зал и спортивная площадка.
В этот же день уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Рустами Эмомали сдали в эксплуатацию здание налогового управления в городе Душанбе и налоговой инспекции в районе Исмаили-Сомони. Общая площадь здания составляет 3,4 тысячи квадратных метров. Заказчиком объекта является налоговый комитет при правительстве Республики Таджикистан, подрядчиком общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс». Проектировщиком является общество с ограниченной ответственностью «Проект Инвест». Новый объект состоит из подвального помещения и 5 этажей. На первом этаже расположены зал для обслуживания граждан, налогоплательщиков и актовый зал на 120 посадочных мест. В нем созданы хорошие условия для работы и обслуживания 110 работников, физических и юридических лиц, частных предпринимателей и налогоплательщиков. Установка современного отраслевого оборудования и программ позволяет обеспечивать прозрачность деятельности налоговой инспекции в работе с налогоплательщиками, а предложение и получение сведений о финансовой деятельности и обязательствах налогоплательщиков будут осуществляться своевременно и без участия человеческого фактора. Также предприниматели имеют возможность посредством интернета в электронном варианте подавать свои декларации, составлять акты сверки, ознакомливаться с счет-фактурами, нормативно-правовыми актами налогового законодательства, которые размещены на сайте налогового комитета. Далее при участии уважаемого Эмомали Рахмона и уважаемого Рустами Эмомали было сдано в эксплуатацию здание отдела Государственного комитета национальной безопасности в районе Исмаили-Сомони города Душанбе. После обретения республикой независимость на основе растущей поддержки и внимания руководства государства и правительства страны для сотрудников правоохранительных органов созданы достойные условия для жизни и труда. И в этом направлении регулярно принимаются конкретные меры. Сдача в эксплуатацию здания отдела Государственного комитета национальной безопасности страны повышает ответственность государственных служащих при исполнении ими своих обязанностей и способствует повышению уровня их жизни. В этот же день президент страны и председатель города Душанбе в районе Исмаили-Сомони столицы сдали в эксплуатацию 4-звездочную гостиницу «Сафо Душанбе». 4-звездочная гостиница построена отечественным предпринимателем Джунайдуло Азизовым. Современный объект состоит из 13 этажей и имеет 86 номеров. 12-й этаж здания предназначен для приема высокопоставленных гостей и имеет лучшие условия пребывания. На этом этаже есть возможность проведения официальных приемов на уровне высокопоставленных представителей зарубежных стран и международных организаций. Обеспечен высокий уровень обслуживания для пребывания и отдыха гостей. В частности, имеются ванные комнаты, отдельная столовая, комнаты для отдыха и так далее. На 13-м этаже здания расположено кафе для высокопоставленных гостей с лучшими условиями, а также веранда для обозрения красот города Душанбе. Строительство новой гостиницы с достойными условиями приема в столице обеспечит дальнейшее развитие туристической сферы страны. На этом объекте 80 человек будут обеспечены постоянной работой. В гостинице также можно одновременно обслуживать 135 посетителей. В современном здании также есть актовый зал на 85 посадочных мест, зал для совещаний, ресторан на 80 человек, кафе и подсобное помещение. Строительные работы на этом объекте проводились обществом с ограниченной ответственностью «Декор Инвест» с привлечением более 300 местных строителей. Наряду с современной гостиницей «Сафо Душанбе» в столице продолжается строительство еще 12 гостиниц категории 4 и 5 звезд. Строительство столь важных объектов обслуживания в столице нацелено на высокий уровень приема зарубежных гостей на международных мероприятиях, в том числе заседаниях Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и Совета глав государств Организации договора коллективной безопасности. На этом месте рабочими компанией «Декор Инвест» на площади 5 гектаров на основе генерального плана города Душанбе продолжается строительство современного микрорайона с жилыми домами, образовательным учреждением на 640 учащихся, дошкольным учреждением на 150 детей, спортивной и игровой площадками, беседками и скверами, автостоянкой, что обеспечит хорошие условия для проживания жителей. Из 21 жилого дома в строящемся микрорайоне 4 дома, которые состоят из 160 квартир жилой площадью 16 тысяч квадратных метров, находятся на стадии сдачи в эксплуатацию. Еще 6 других жилых домов будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года.
На улице Фоттаханиази столицы со стороны уважаемого Эмомали Рахмона и уважаемого Рустами Эмомали также была сдана в эксплуатацию новое здание Министерства финансов Республики Таджикистан. Заказчиком объекта является дирекция строительства правительственных объектов исполнительного аппарата президента страны. Здание возведено на основе проекта открытого акционерного общества «Пилоч Саниопс». Для выполнения строительных работ на этом объекте привлечены специалисты десятков отечественных компаний. Здание состоит из 11 этажей, 2 главных и 7 вспомогательных входов. В подвальном помещении нового здания Министерства финансов расположены автостоянка, технические кабинеты, системы теплоснабжения, воздухоочистки, охлаждения, низковольтного и энергетического оборудования, распределение питьевой воды с автоматической базой и кабинет гражданской обороны. В здании имеется столовая на 120 человек, рабочие кабинеты сотрудников управления, приемные граждан, медицинский пункт, компьютерный и актовые залы. Здесь также имеется просторный зал заседаний на 300 мест, тренажерный зал, кафе и зимний парк, который построены на высоком качественном уровне и в соответствии с международными стандартами. Нужно отметить, что успешная реализация финансовой политики в период независимости дала желаемые результаты и вносит ощутимый вклад в развитие жизненно важных сфер. В настоящее время, невзирая на сложную ситуацию в мировой экономике и негативное влияние внешних факторов на экономику страны, финансовые органы республики продолжают свою деятельность во имя финансового доступа к различным сферам экономики. После ознакомления с условиями нового здания уважаемый Эмомали Рахмон в просторном актовом зале министерство провел встречу с работниками центрального аппарата и руководителями главных управлений.